Успешное строительство социализма в нашей стране вызывало дикую злобу ее врагов. События этого фильма – один из эпизодов самоотверженной борьбы сотрудников милиции с попытками подорвать советский строй на Северном Кавказе в предвоенные годы. На своей земле! Прошу я тебя, дай мне силы! Тише. Тише ты. Клянусь тебе, я не умру, пока не отомщу им за все! Азамат, надо двигать дальше. Скорее ты! Азамат! Ну так я жду. Галя, вот это сюрприз. Я на минуточку. Мы не сможем сегодня пойти в кино. А что случилось? Сегодня совещание, и я стенографирую. А может, на последний сеанс? Ну что ты еще не привык, когда они заканчиваются? Да. Ну я тебя встречу, хорошо? Да. До вечера. Здесь никого нет. Тау, я их выпроводил. Всех. Но не бойся, никто тебя не увидит тут. Садись. Хан уже здесь? Хан? Почему он не пришел сам? Вам пока не доверяет. Ты же знаешь его. Поэтому он хочет проверить вас на деле. Здесь. У нас. Он что, вышел из ума на старости лет? Кого он проверяет? Меня? Азамата? Если ты согласен, мы будем говорить. А если нет, то... Послушай, Муталиб, мы не для этого бежали. Если он нам не доверяет, то мы сами знаем, что нам делать. Мой тебе совет, Тау. Соглашайтесь. Сделаем для хана. Будут для вас паспорта и деньги. Я должен поговорить с Азаматом. Бывай. До счастливого пути. Ну что? Поехали. Эй. О, Николай, сегодня будешь выдавать зарплату? Да надо бы, если успеем. О.
О! О, Искак, поедем через речку. Здесь ближе? ну. О! Дай. Ну, пошла. Ой, жара. О, веселей, голуба, ну, давай. О, молодец. Останови-ка. Давай разомнемся. Ехать еще далеко. Так. Николай, ты что? Ты что? Что за люди, Муталиб? Кто такие? Мы так не договаривались. Ты же сказал, что будешь один. Письмо опустил? Конечно. Как ты и говорил еще вчера. Что вам нужно от меня? Так же нельзя, Муталиб. Мы же договаривались. Мы же только с тобой договаривались. Хорошо, я все понял. Возьмите. Все возьмите, мне ничего не надо. Вот. Не надо мне вашей заграницы. Отпустите меня. Я никому ничего не скажу, я клянусь вам. Муталиб, ты же меня знаешь. Ну, не надо. Вы свяжите меня. Деньги возьмите. Я в милиции скажу, что я ничего не помню. Вот. Не надо. Муталиб передал еще что-нибудь? Очень хорошо. Тогда иди, Манап, отдохни с дороги. Вечером ты будешь нужен мне. Чего тебе? Где ты видел его? Где? Оно еще там? Наконец-то. Почему ты сразу не купил? Сколько оно стоит? Аллах, только бы никто не опередил. Быстро возвращайся. Да? Привет, Женит. У меня все хорошо. А у тебя? Ну и отлично. Да, этим делом мы занимались. Я абсолютно в этом уверен. На этот раз, кроме зарплаты, везли еще премию для стахановцев. Так что он не прогадал. Не понял тебя. Слушай, Жунит, мне все ясно. Я категорически настаиваю на всесоюзном розыске охранника Кумратова. Согласен, это не телефонный разговор. Когда? Встречаем. Ждем. Приходите к нам еще. Благодарю. Здравствуй, барышня. Здравствуйте. Покажи-ка мне этот пес.
Я беру его. С вас 200 рублей. Хоть 300. А держи 100, 150. Вот, держи 200. Что вы делаете? Деньги, команда, отдай деньги! Черт, тебя подери! Ты такой? Я уплатил вам кольцо, хватит, побежал! Арсен, быстро за ним! Арсен, ты за ним, я наперерез! Туда побежал! Куда? А ну, слезай! Куда полез? Слезай, тебе говорят! А ну, слезай! Тихо, тихо, товарищи, сейчас разберемся. Кто видел, что он натворил? Я видела. Он ударил в магазине покупателя, выхватил кольцо и убежал. Ненормальный какой-то. Ясно. Ваши документы? Почему молчите? Арсен, посмотри. Чего нет? Куда вы дели кольцо? Да он же не может. Понятно, понятно. Я вас спрашиваю, где кольцо? Отпустите его, он же больной, сам не знает, что делает. Ясно, ясно, товарищи, разберемся. Арсен, проводи его в отделение. Есть. А мы с вами пройдем в магазин. Нужно составить протокол. Эта акция с ограблением, несомненно, удалась, шейх. Она вызвала недовольство рабочих фабрики. Это для нас главное. А с кассиром чертовски здорово придумано. Аллах свидетель. Делаю, что могу. И еще наш общий друг настоятельно просил напомнить о второй капле. Я помню о его просьбе. И скоро передам для него приятные новости. Тогда до встречи. Деньги в следующий раз принесете сюда. Слушаюсь. Правое плечо вперед. Шагом марш. Левый. Сюда, товарищ Шипаев? Помню, Махмуд. Еще не забыл. Я хочу, чтобы ты меня правильно понял, Руслан. Твоя просьба о всесоюзном розыске Кумратова преждевременна. Наши готовы дать добро. Но я попросил их повременить. Но почему? Вот заключение экспертов. Показания свидетелей, протоколы. Все налицо. Получается, что жалоба жены убийцы и грабителя для тебя важнее, чем все наши доводы. Никто не умаляет ваших трудов, Руслан. Я понимаю сложность твоего положения. Новая должность, авторитет начальника угрозыска. И все-таки, если есть хоть одно сомнение, его нужно проверить. Я все это прекрасно понимаю. Но здесь же конкретно написано. А потом охранник Кумратов Исхак Шогенович предложил мне похитить деньги и разделить их поровну. Он также сказал, что у него есть старые друзья по службе атаману Шкуро, и что они помогут нам скрыться. Я отказался, но считаю своим долгом сообщить о преступных намерениях бывшего белогвардейца, скрывающегося под личиной советского человека. И подпись: Николай Барсуков.
кассир шахарской фабрики. Все очень гладко получается. И письмо, нужное вовремя, с нужными фактами, и большие деньги. В один миг и человек преступник. А ведь до этого у него были заслуги, авторитет. И об этом написано в этих же самых материалах. Так почему же ты веришь одному и не берешь во внимание другое? Но ведь факты. Кассир убит из револьвера охранника. Охранника нигде нет, ни дома, ни на работе. Где он? Вот это мы должны выяснить сначала. Скажите, товарищ Паритова, вы раньше встречали этого похитителя? Вы знаете, видела. Он изредка появлялся в магазине. Постоит, посмотрит на витрину и уйдет. А он о чем-нибудь спрашивал у вас? Нет, все молча. Он, по-моему, больной человек. Не мой. Хорош больной. Погоди, Сугуров. А вы, товарищ Чернобыльский, вы как оценщик можете подтвердить стоимость кольца? Слушайте, я его не видел, и я его не оценивал. Да оно же простое. Мельхиоровое. Камень дешевый. А что за буквы поверх камня? По-моему, арабские. Что? Арабские? Они вырезаны на камне? Нет, по-моему. Накладные и тоже из мельхиора. Его сдала одна старушка. Ей очень деньги были нужны. Я уж, извините, не стала вас беспокоить по такому пустяку и сама сверила по справочнику. Мы иногда так делаем. Да, верно, Зиночка, все верно. Мы так часто делаем, и до сих пор никаких жалоб не поступало. Ну-ну. Подпишите, пожалуйста, здесь. Ага, с удовольствием. Ой-ой-ой-ой, столько шума из-за какого-то колечка. Вот такой длины, вот такой нижины, вот такой ширины, вот такой узины. Каравай, каравай, кого хочешь выбирай. Здравствуйте. Здравствуйте. Добрый день. Вы извините, товарищ Кумратова, наши товарищи с вами уже беседовали. Но кое-что надо уточнить. Я уже все написала в письме. Что еще говорить? Не виноват Исхак. Не мог он убить. Успокойтесь, пожалуйста. Именно это мы и хотим выяснить. На каждый праздник ему грамоту давали. На сцене. С оркестром. Скажите, мы получили письмо, там написано, что ваш муж служил у белых. Это правда? Служил. А зачем он это скрывал? Как вы думаете? Это я виновата. Я. Он хотел написать в анкете. Да я отговорила. Это почему же? Я думала, что по работе ему плохо будет. Да и что он там служил? Меньше месяца. Его ведь насильно забрали, а потом он сразу к нашим перешел. А кто еще мог знать о его службе у белых? Не знаю. Вы нам очень помогли. До свидания. До свидания. До свидания. Стой! Ты куда? Стой, тебе говорю! Стой! Куда ты дел это кольцо, мада? Если потерял, то давай вместе поищем, а? Да ты не бойся, я у тебя кольца не отниму. А в магазине бес попутал. Вот теперь. Я не хотел брать это кольцо. Только посмотри. Думаю, была не была. Возьму кольцо. Какая разница, ты купишь или я? Все равно ж хану отдавать. Только я не пойму, на кой черт это кольцо хану?
Держит крепко он меня, как паук. А я настоящее дело люблю. Вот я и подумал. Если кольцо хану сам принесу, то он мне больше доверять будет. Оно у тебя? На что ты хитришь, Манав? Куда ты его задевал, а? Надо к... Ты скажи ему, что я тебе помогал, а, Манав? Скажешь? Я этих троих людей почему запомнил? Объясню. Раньше мост был поломан, а теперь проехать можно. Сейчас через речку здесь внизу мало кто ездит. Вот. Наверное, уже знают, что мост починили. Якуб, а линейка с людьми? Помните, вы нам рассказывали, что они даже не остановились, когда вы их окликнули? Да. А куда они направлялись? Они так быстро ехали, думаю, что спешили на поезд. А выстрел ты слышал до них или после? Выстрел? Слышал. Там. Наверное, охотник стрелял. Потом эти люди проехали. Ты наблюдательный, Якуб? Как ты догадался, что они на поезд спешили? Чемодан у них был. И потом отсюда до станции гораздо ближе. Чемодан был? Да. Замок на нем блестел. Плохо видно, солнце в глаза било. Так, значит, выстрел был из ружья. Зачем проверяешь, начальник? Такой был выстрел. Извини, Якуб. Это мы себя проверяли. Спасибо. До свидания. Ты предполагаешь, что эти трое из засады убили кассира, но это опровергается экспертизой. Стреляли из револьвера, в упор. Я думаю так, что охранник Кумратов сидел рядом с кассиром и вот так выстрелил. Зачем ему еще с кем-то делиться? Он все сделал сам и спокойно скрылся. Ты прав, Руслан. Но только в том случае, если считать, что Кумратов затаившийся враг. А если он все-таки честный человек? Ну что, стрелял, как мы договорились? Да, сначала из револьвера, потом из ружья. А что, не слышно было? Ружье слышно. И все-таки эти трое ждали деньги здесь. И убили обоих, и кассира, и охранника. Но тогда должен быть второй труп. Где он? Да, ты прав. Аллах свидетель, дни и ночи я молюсь за вас. Знаю, что тревожит ваши сердца. Я рад, что вы не обманули моих надежд и оказались верными людьми. Теперь мы все вместе будем мстить неверным, и да поможет нам в этом Аллах. Хан, а что с деньгами? Мы-то их чисто взяли. Каждый из вас сможет получить свою долю, но только потом. А почему, хан? Надеюсь, никто из вас не хочет обратно в тюрьму. Верно, Азамат? Номера на деньгах известны всем. Надо выждать. Впереди у нас еще много дел. Дай, Аллах, нам терпение. Азамат, Тау, вы доказали мне свою преданность, и теперь вы будете карать от имени Аллаха. Но одной ненависти это мало. Надо быть хитрее. Мы должны мешать им всюду, во всем. Мстить и убивать, если надо. Сделать все, чтобы держать их в страхе. Так угодно Аллаху. Хан, из Ростова приехал Шукаев и уже начал копаться в наших делах. Пусть пока копается. Придет и его время. Разреши, хан. Он умрет, как собака. Пусти, черт!
В чем дело, Манав? Ну что с тобой делать, Парамон? Опять ты подслушиваешь. Я поручил тебе охранять нас, а ты... Я больше тебе не верю. А что ты меня все пугаешь, ха? Ты не веришь мне? Да. А я не верю тебе! Я тебя насквозь вижу. Сидишь тут, чужими руками жар загребаешь. Ты думаешь, я дурак? Думаешь, я не знаю, что ты возьмешь себе эти 500 000, а? А кольцо? Зачем оно тебе? Скажи нам всем! Почему о нем никто не знает? А? А хочешь, я скажу? Азамат Тау, Дон всех вас водит за нос. Не видать вам этих денег. А вон все Аллах, Аллах. Вонючий пес. Он осквернил имя Аллаха. За это я наказал его. Весь излознешь, хорошо бы умыться. Машину надо завести. Ну что у вас, Руслан? Мы все обыскали, но ничего не нашли. Видимо, я ошибаюсь. У нас тоже ничего нет. Дело затягивается, же нет? Конечно. Сроки вышли. Объявляем розыск. Товарищ майор, собака что-то учуяла. Шоблер, проверьте. Есть. Арсен, возьми лом. Еще. Арсен, на, попробуй сверху. Осторожно. Подожди. Сообщите жене Кумратова. Стреляли с близкого расстояния. Это подтверждает бумажный пыш, застрявший в складках гимнастерки. Дай-ка взглянуть. Товарищ майор, разрешите отправить на нашей машине жену Кумратова? Ей плохо стало? Да-да, конечно. Судя по тексту, это какое-то местное издание. Посмотри, Руслан. Я сейчас, Жунит. Товарищ Кумратов, еще раз извините. Ваш муж был честным человеком. Товарищ Шукаев, разрешите? Махмуд, проходи. Жунит Халидович, я хотел бы с вами посоветоваться. Можно? Конечно. Присаживайся. Я заканчиваю дело. Вроде бы простое, и наоборот. Это как так? В скупочном магазине произошло ограбление. Похитителя задержали. Он оказался немым. Продавщица и свидетели утверждают, что он взял кольцо.
А при обыске у него ничего не обнаружено. По пути в отделение немой сбежал. Так что тебя смущает, Махмуд? Странно. Покупатель, у которого он выхватил кольцо, исчез и больше не возвращался. Ни за деньгами, ни с жалобой. Так. Не буду вам мешать. Подожди, Коблев. Я тебя слушаю. Продолжай. Кольцо, как утверждает продавщица, недорогое. А рядом на прилавке лежали золотые. Так вот я и думаю, а может он вовсе не случайно взял его? Этот оценщик чернобыльский подозрителен. Его надо как следует проверить. Наверняка они вместе с этим якобы немым инсценировали ограбление. И дорогое кольцо уплыло от нас. Махмуд, по-моему, надо искать этого немого и проверить оценщика. Если они связаны, то немой навряд ли теперь придет в магазин. А вот с Чернобыльским они могут встретиться. Ну, давай его не вычеркнем. Говорят, а что я? Да, ну ладно. Всего доброго. А в чем, собственно, моя миссия? Этот клочок служил пыжом в патроне. Помогите нам установить, из какого издания этот листок. Так. Так. Это родная речь. Учебник для 4 класса. Издано у нас в прошлом году. А можно взглянуть? Пожалуйста. Это мой рисунок. Сравним. Вот. Страница 78. Видите? Все совпадает. Что нам, собственно, нужно выяснить? У кого из 4-классников вырвана эта страница? Теперь уже 5-классников. Хорошо, согласен. Это из Дагестана, только что передали. Спасибо. Что у вас еще? Коблев и Сугуров уже здесь. Пусть войдут. Жунит, это подробности убийства иностранного специалиста в Дагестане. Посмотри. Разрешите, товарищ майор? Войдите. Докладывайте, Сугуров. Вот учебник. В нем отсутствует 78-я страница. Нам пришлось просмотреть свыше 1000 книг. Очень хорошо в школах помогли учителя. А вы знаете, куда привел нас этот учебник? Куда? В дом, где снимает комнату наш старый знакомый Муталиб Акбашев. Акбашев? Разве он не в тюрьме? Он отбыл срок и работает в чайной на базаре. Вы видели его? Как мне сказали, он сейчас в отпуске и куда-то уехал. Я проверил в Тресте, все так. Вот что, Сугуров. Проверьте всех, кто проходил по делу Карабаира. И срочно нам доложите. Есть. Что у вас? Я узнавал о Чернобыльском. Ну и что? До революции у него была крупная ювелирная мастерская. Ценности он отдал советской власти добровольно. Правда, потом сидел в ЧК за то, что утаил 2 золотых слитка. И еще. До революции у него похитили крупный бриллиант. Об этом писали в 2014 году местные газеты. Откуда у вас такие сведения? Из нашего рекбюро. И кое-что продавщица рассказала. Он обычно никуда не ездит. А тут собрался в Дербент. У него уже и билет есть на поезд. И вообще он производит впечатление очень взволнованного человека. А к кому он едет? Этого я не выяснил. Когда-то в Дербент при странных обстоятельствах уехал его компаньон по ювелирным делам. Может быть, здесь какая-то старая история? У меня есть предложение. Махмуд должен поехать в Дербент. Здесь сообщают, что иностранный специалист убит из револьвера системы Наган. Надо сравнить их данные с показаниями нашей экспертизы. Это во-первых. А во-вторых, Махмуд должен будет последить за Чернобыльским. Когда Муталиб уезжал, то мне сказал, что до конца месяца его не будет. Я за него. А где он сейчас? Аллах его знает. Так, а кто чаще других приходил к Акбашеву?
Как Башеву я не знаю, а в чайную все ходят. А не вспомните, где был Акбашев 20 сентября? Как где? Тут на работе. Не было его, не было. Ты чего подслушиваешь, щенок? Я тебе язык вырву. Понял? Говори, парень, не бойся. Был он на работе. Завтра в 11 я жду вас в управлении. Хорошо, хорошо. А сейчас вы Он свободны. вам неправду говорит. Скажи-ка нам, почему ты запомнил тот день? Хозяин был уже в отпуске. А в этот день пришел сюда, велел накрыть стол на троих и уйти. А ты сам их видел? Нет, но хозяин говорил, что они вместе были на охоте. Так, хорошо. Вот, посмотри, тут есть тебе знакомые, а? Вот этот дяденька часто к хозяину приходил. Вот этот? Да, А когда ты видел его в последний раз? не помню. Спасибо, ты хороший мальчик и очень нам помог. Наше предположение, что Азамат и Тау бежали под чужими именами, подтвердилось. Они бежали хитро, направив все наши поиски по ложным следам. Вот сообщение. Так. Интересно получается. Да? Да. Слушаю, Коблев. Гараев. Так. Очень хорошо. Как Чернобыльский. Продолжай наблюдение. У нас тоже есть новости. До встречи. Данные экспертизы совпали. Пули, которыми стреляли в иностранного специалиста и кассира Барсукова, выпущены из одного и того же револьвера. Револьвера охранника Кумратова. Кому-то нужно, чтобы мы искали. Возьми мне. Хорошо. Повторять будем? Давай. Честно говоря, я думаю, что это не тот перстень. Твое кольцо за границей. Мне кажется, что ты ошибаешься, дорогой Семен. Нет, Амар, нет. И камень тот, и монограмма, все сходится. Вот в чем все дело. Хорошо. Будем искать дальше. Половина твоя, Амар. Спасибо. Спасибо, Семен. Но разве это главное? Мы же с тобой старые друзья. Если я узнаю что-нибудь, то сообщу сразу. Да сохранит тебя Аллах. Спасибо, Амар. До встречи. А чей это дом, друг? Здесь живет Омар Садык. А что ты хотел? Понравился мне. Как ты думаешь, продаст? Тот, кто продает, тот и цену называет. Ну, будь здоров. Пока. Точить наши ножницы. Посторонись! Осторожнее! Граждане провожаемые, будьте внимательны. Посторонись! Посторонись!
Муталиб, а он не говорил тебе, долго нам еще прятаться здесь? Хан сказал, на днях он обменяет деньги, и мы их поделим. А тому, кто принесет кольцо, хан отдаст и свою долю. О, его здоровье. И еще хан сказал, за кольцом идти тебе, Тау. Никуда я больше не поеду. То сделай, это сделай. Из-за какого-то кольца голову потеряю. Не кипятись, Тау. Хан очень доволен. Вы с Азаматом чисто пришили этого иностранца. Вот это он передал вам. Здесь паспорта и деньги. Ну не считай ты, не считай. Да. Все как обещал. Я что, один должен идти? Да, Манав туда соваться уже нельзя. Манав, иди сюда. Под церковь. Так? А вот ворота. Да где ж ты его оставил? Тау, с кольцом вернешься не сюда. А куда? К хану? Нет, в крепость. Ну, пора спать, я тебе завтра рано поезд. И помни, тебе там каждая собака знает. Помню, помню. Вода! Долго мы будем сидеть в темноте? Ты что? Тебе что здесь надо, шелудивый пес? Отвечай! Не то я быстро вырву тебе язык. Лейтенант, старший. Ну что, лейтенант, не быть тебе майором. Помнится, от меня один такой, как ты, ушел. Его звали Шукаев. Но теперь Азамат церемониться не будет. Подожди, Азамат, может быть, он не один. Манав, посмотри. Получай. Машина проехать не сможет, так что придется нести вниз. А вот, товарищ майор, бумага какая-то. Была зажата в руке, с трудом извлекли. Как вы его обнаружили? Мальчишки здесь играли и нашли его. Вы выяснили, куда ведет этот ход? Да. Он почти разрушен. Но мы выяснили. Он идет в дом Манафа Магомедова. Кто он? Вы говорили с ним? Нет. Во-первых, он в доме живет один. А сейчас исчез и не появляется. Во-вторых, он говорить не может. Почему? Потому что он не мой. Вот, у Коблева в руке нашли. Какой-то план. Надо срочно установить, где хозяин дома и что он из себя представляет. Хорошо бы иметь его фото или сделать словесный портрет. Есть. Посмотри, здесь какая-то церковь. А вот здесь крестик. Какое-то место обозначено.
Здесь таких церквей нет. Послушай, Жунит, а вполне возможно, что хозяин дома монах. И есть тот самый немой, который ушел от Сугурова. Может быть. Ты прав. Надо возвращаться и проверить, в чем тут дело. Этот Шукаев везде рыщет. На кладбище был. Подземный ход нашел. Теперь везде монахов ищут. Это все из-за того милиционера. Поторопились. Надо было в другом месте. Муталиб, а где до сих пор Тау? Не знаю. Он тебя хорошо понял? Хорошо. Хан, я тебя прошу. Пока не поздно, надо убрать Шукаева. Я убью его. Разреши, хан. Это он. Только он может докопаться до всего. Мы все сделали чисто. Ну что там, Арсен? Кольцо. Наверное, это самое, что немой в магазине украл. Не зря он сюда лазил. Попался бы он мне сейчас. Вроде ничего особенного. А ну, товарищ мэр? По описанию все сходится. Арсен, продолжайте наблюдение. Есть. Да. Да, девушка. Дербент. Слушаю. Это я, Руслан. Кое-что есть. Как и договорились, завтра буду. А что у тебя? То же самое? А что помешало? Сторож, говоришь? Он видел их? Жаль. А больше не пытались? Надо установить наблюдение. Ага. Правильно. Хорошо. До встречи. Шукаев! Вот мы и встретились! Выходи, трусливый пес! Бросай оружие! Сейчас ты умрешь! Да, это то самое кольцо. Понятно. А вы, Семен Семенович, можете подтвердить его стоимость? Зиночка, выпишите товарищам приходную квитанцию.
Это бесценное сокровище действительно стоит не дороже 200 рублей. Вы не ошибаетесь? Слушайте, опять вы мне не верите. Я ювелир 40 лет. 40 лет! Зиночка, поблагодарим товарищей из милиции за их работу. На этом месте действительно могла лежать дорогая вещь. Еще раз спасибо. Ну, хорошо. Не будем вам больше докучать. Скажите, что вы думаете о похищении этого кольца? А ничего не думай. А что мне думать? Я же его не крал, вот оно здесь лежит. Вы напрасно обижаетесь, Семен Семенович. Вам же об этом рассказывали, не правда ли? Рассказывали. А что думать? Ну, глупый воришка никогда не держал в руках дорогой вещи. Ну, взял кольцо, что побольше, вот и все. А зачем вы ездили в Дербент? Искал, как бы вам это... Что искали? Лучше скажите, кого вы искали? Да никого я не искал. Что вы от меня хотите? Перестаньте издеваться. Ну, крали. Стыдно подумать. Поганый перстенек, а вы старика волнуете. Не виляйте, Семен Семенович. Ну, хорошо, я скажу. Был у меня друг. Омар Садык его звали. А зачем он вам понадобился? 20 лет не виделись. Ну, хотел повидаться. Хорошо. Возьмите квитанцию. Спасибо вам. Пожалуйста, извините, что оторвали вас от дела. До свидания. До свидания. До свидания. Зиночка от... Зиночка, вы должны забыть все ваши неприятности. Я сейчас же покупаю это кольцо и приглашаю вас на чай с пирожными. С удовольствием, Семен Семенович. Извините. Извините. Неувязочка вышла. Майор велел забрать кольцо. Вот квитанция. А что случилось? Грабителей-то мы не поймали, а кольцо — вещественное доказательство. Извините. Семен Семенович, вам плохо? Ничего. Ничего, Зиночка. Зубер. Тау? Я все узнал. Кольцо в милиции. Как оно туда попало? Этого я не знаю. Нас кто-то продал. Может быть, тот переодетый милиционер? Нет. Я его сам припорол. Ну вот что. Слушай меня, Зубер. Как хочешь. Но перстень надо взять из милиции. Нет, это невозможно. Как же так? Ты же с этой... Нет, только не она. Ха. Нет, Тау. Но иначе нельзя. Другого выхода нет. Ты должен уговорить ее. Это невозможно. Ты что-то не то говоришь, Зубер. Ты забыл, с кем имеешь дело? Нет. Это я не могу. Она не согласится. Баба ты, Зубер. Если ты боишься, я сам поговорю с ней. Камень здесь тоже недорогой, Жунис Халидович. Это александрит. Он обладает очень редким свойством. Изменяет цвет в зависимости от освещения. Днем он красный, а вечером зеленый. А может быть, эти буквы что-нибудь означают? Ну, вероятно, это монограмма владельца. Это арабские буквы К и Т. Они поддерживают камень. Послушай, Руслан, нам надо найти хорошего ювелирного мастера. Для чего? Для того, чтобы он смог выполнить наш срочный заказ. У меня есть одна идея. В горах перекрыты дороги и перевалы. Я теряю нужных людей. Необходимо выждать, иначе все пойдет прахом.
Что вы предлагаете? Мне здесь оставаться больше нельзя. На днях вторая капля будет у меня. Я хотел бы передать ее сам. Только сам. Понимаете? Темните, шейх, не советую. Хотя бы деньги вы могли принести сегодня? Боитесь, что меня могут взять? Да уж, судя по всему, неожиданностью это не будет. Ну, хорошо. Здесь деньги. 500 000. Фальшивые. Купюры крупные, разойдутся быстро. Те настоящие принесете к следующей нашей встрече. В случае необходимости дайте мне знать. И что он вам сказал, Галя? Он сказал, что если я не возьму это кольцо, то Зубера убьют. Вы знаете этого человека? Я его никогда не видела. Он такой странный, со шрамом под левым глазом. И еще он сказал, что они заодно с Зубером. Вы говорили Зуберу об этом разговоре? Нет, что вы. А давно вы с ним знакомы? Мы с ним познакомились в прошлом году. Он был такой внимательный. Потом он рассказал, что его родители были преступниками, что он сам родился в тюрьме, что ему очень хочется жить честно, иметь преданного друга. Но мне очень хотелось помочь ему. Мы стали друзьями. Потом я полюбила его. Мы хотели уже пожениться. Вдруг он стал таким замкнутым, грубым. Но я старалась не обращать внимания, но он сам мне сказал, что его нашли старые дружки, и попросил, чтобы я сообщила о вашем приезде. Он сказал, что тогда не оставит Зубера в покое. А потом он пришел весь избитый, в крови. Он ничего не объяснял. Я говорила ему не раз: пойдем в милицию, все расскажем, так же будет лучше. Но он все не хотел и говорил, что скоро все это и так кончится. А потом появился этот человек и сказал, что если я не возьму кольцо, то он убьет Зубера. А обо мне сообщит в НКВД. Возьмите себя в руки. Послушайте меня внимательно. Вы должны уговорить Зубера прийти сюда. Этим он поможет себе. И нам с вами, Галя. Эта баба Зубера продала. Это комсомолочка. Я это точно знаю. Ты стал очень нервным, Тао. Почему Зубера нет? Кольца нет, а ты здесь. Да что, хан? В своем уме? Да я же чудом не попался. Посмотри, нет ли за ним хвоста. Идти? Подожди. Салам алейкум. К хану. Салам алейкум. Салам алейкум, Зубер. Ну что, принес? Вот. Молодец, Зубер. Это кольцо дорого мне. Память об отце. Все, хан. Давай дели деньги. 2 доли мои. Это почему же? Ты, хан, обещал за него весь свой куш. Так или нет? А где Азамат? Что-то я его не вижу. Его убили. Это сделали твои друзья из НКВД. Что?
Ты прав, Тау. У меня действительно есть друзья в НКВД. Но это они помогли мне выкрасть кольцо. И только они. Я им за это плачу деньги. Я, а не ты. Из-за этого тебя выпустили из НКВД? Отдали колечко и выпустили, да? И теперь ты нам будешь говорить, что ты там не был. Зря тратим время, друзья. Сейчас все поделим. Я отдаю свою долю Зуберу и тебе, Тау. Сейчас я принесу деньги. Муталиб, давай делить. Давай. У нас 485 тысяч. У нас осталось 4. Иди ближе, Зубер. Смотри, 2 доли твои, хотя тебе этого много. Всем поровну. Как поровну? Хан сказал, 2 доли мои. Зубер не подает знака. Да. Что-то помешало. Будем начинать? Давай. Пошли. Ты привел. Эй! Открой! Открой, собака паршивая! В чем дело, Тау? Ушла эта старая! Обманула ведь долю, обещал долю! Собака паршивая! Стой! Стой! Давай на перерез! Давай туда. Прикрой! Можно. Давайте! Сопротивление бесполезно! Спускайся! Бросай! Ну!
Брось нож. Кому говорят? Держи его. Зубер. Зубер. Давно он туда ушел? Минут 20 назад. Да, не надо было про эти деньги тебе говорить. Нужно было отдать кольцо и уходить. Ну ничего, потерпи чуть-чуть. Сейчас врач будет. Веди туда. Видимо, самый главный ушел. Нужно срочно перекрыть все выходы к морю и к железной дороге. Хорошо. Я прошел весь ход. Никого нет. Только у входа свежие следы коня. Хорошо, Арсен. Кто из вас скажет, куда он ушел? Может быть, вы, Акбашев? Он знает. Он должен знать. Ну, Манаф, я жду. Что хан с нами сделал, Манаф? Что? Вот теперь можно. Полный вперед! Внимание на шлюпке! Приказываю прекратить движение! Остановитесь! Прекратите движение! Приказываю остановиться! Выбросил кольцо. Нарушителей принять на борт. Шлюпку на буксир. Есть на буксир. Советская власть поверила вам, Лялям Балаев, и, досрочно освободив, дала вам возможность стать на путь честной жизни. Но вы обманули нас. Больше того, у нас имеются доказательства, что под вашим руководством совершен целый ряд уголовных и политических преступлений. Исходя из этого, вы обвиняетесь в преступной деятельности, направленной на подрыв советского строя и государства. Я не понимаю, о чем вы говорите. Так, хорошо, допустим. При аресте вы сняли перстень с руки и бросили его в море. Надеюсь, это вы не будете отрицать. Я не хотел, чтобы дорогая для меня вещь была осквернена руками нечестивцев. Оказывается, это его вещь. Нет, вы только посмотрите на него. Какая неслыханная наглость! Я знал этого человека много лет. Это он был моим компаньоном. Только он и я знали тайну этого кольца. Ты думаешь и теперь улизнуть, как тебе это удалось в 14 году? Что ты кричишь? Все уже кончено. Нет, не кончено, не кончено. Я теперь скажу, я все скажу. Это кольцо имеет тайник, секрет,
В нем хранится бриллиант. Катрантун Таниятун. По-арабски вторая капля. Таких бриллиантов только 2 в мире. 26,5 каратов. Вы понимаете, что это такое? А он его выбросил. Успокойся. Ой. Вторая капля уже в море. Так что не суетись. Мой совет тебе. Скажите, Семен Семенович, вы не смогли бы сейчас провести оценку? Я рад вам помочь. Но, ей-богу, не сейчас. Я очень плохо себя чувствую. И все-таки взгляните на одну вещицу. Вы говорили об этом кольце? Как же так? Я не понимаю. Как же так? Оно? Конечно, оно. Как же так? Как же так? А море? Я понимаю, вы отдали ему другое кольцо, дубликат. Ой, Семен. Да-да. Мы для вас приготовили инструменты. Смелей, Семен Семенович. У нас все готово. Ой, Семен, боже мой. Thank you.